72-летнего бывшего сотрудника ГКНБ обвинили в экстремизме. В центре столицы произошел взрыв, есть раненый. Казахстан ввел ограничения на вывоз из страны подсолнечного масла. Делегация Узбекистана провела переговоры с правительством талибов в Кабуле. Бывший сотрудник органов госбезопасности Таджикистана 72-летний Мамат Султон Мавланазаров, задержанный на прошлой неделе, находится в СИЗО МВД по городу Душанбе, об этом сообщили его близкие. Местонахождение Мавланазарова 16 июня было неизвестно. Бывший сотрудник ГКНБ Таджикистана обвиняется в экстремизме, однако по каким статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, пока неизвестно. В МВД и прокуратуре города Душанбе отказались от комментариев по поводу ареста и возбужденного в отношении Мамат Султона Мавланазарова уголовного дела. Один из близких родственников бывшего сотрудника госбезопасности сообщил 20 июня, что местонахождение Мавланазарова стало известно спустя почти 3 суток после задержания. Родственники доставили ему в СИЗО еду, но в свидании им было отказано. Также неизвестно, обеспечен ли Мавланазаров адвокатом. В душанбинском кафе «Лола», расположенном вблизи кинотеатра «Ватан», сегодня утром взорвался баллон с сжиженным газом. В результате ЧП пострадал один человек, об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Таджикистана. Взрыв произошел в 9:20 в результате несоблюдения правил техники безопасности со стороны сотрудников кафе. Возникший после взрыва пожар охватил территорию площадью 5 квадратных метров. В результате пострадал один человек, сообщает МВД. Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные смогли за короткое время потушить огонь. МВД сообщает, что кафе «Лола», расположенное по проспекту Рудаки, 13, принадлежит бизнесмену Датхоху Мурдалиеву. Дело о пожаре в кафе расследует МВД и прокуратура Душанбе. Сумма ущерба выясняется, а других подробностей ЧП МВД не сообщает. Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на вывоз из страны подсолнечного масла. Ограничения действуют с 18 июня этого года по 31 августа этого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан. Количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках, отметили в комитете. Ранее введенные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря прошлого года по 1 июня этого года. По данным таможенной службы Таджикистана, за первые 5 месяцев этого года Таджикистан закупил из различных стран около 58 тысяч тонн растительного масла на сумму около $71 миллиона. Из Казахстана Таджикистан ежегодно импортирует 12,4% объема экспорта казахстанского масла на сумму в $12 миллионов 800 тысяч. Таджикистан планирует более чем на 57% увеличить производство растительного масла и на 2,1% снизить импорт этого продукта в ближайшие 3 года. Об этом говорится в прогнозе основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 2022-2024 годы. Согласно документу, к 2024 году объем импорта растительного масла и жира снизится до 94 тысяч тонн. Реальный объем импорта в прошлом году намного превысил прогнозный показатель. Было закуплено из-за рубежа 123 тысячи тонн масла на сумму более $148 миллионов. По прогнозам же должны были закупить только 100 тысяч тонн. Кроме Казахстана, ограничения на экспорт подсолнечного масла ввели Россия, Украина, хлопкового Узбекистан, пальмового Индонезия. Делегация Узбекистана во главе со спецпредставителем президента по внешней политике, заместителем секретаря Совета безопасности Абдулазизом Камиловым посетили с визитом Кабул и встретилась с представителями нынешних властей Афганистана. Об этом сообщает 20 июня пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана. В ходе визита, который состоялся 19 июня, прошли отдельные переговоры с заместителем премьер-министра Афганистана в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» Муллой Абдул Гани Бардар,
Сафаром и Абдусаломом Ханафи. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также реализацию на территории Афганистана инициированных Узбекистаном различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационных сферах. Состоялись также переговоры членов узбекистанской делегации с главой Министерства иностранных дел в правительстве талибов Амирханом Муттаки и главой Министерства внутренних дел Сираджидином Хаккани. С ними же обсуждались вопросы сотрудничества в политической сфере, а также в области безопасности, отметили в МИД Узбекистана.